Доброго времени суток, дорогие телезрители, это мы вам покажем. Сегодня мы находимся в гостях у блогера Лены Амосовой. Лена делится со своими читателями, со своими подписчиками информацией о материнстве и об устройстве квартиры. Лена, здравствуй, очень приятно находиться у тебя в гостях. Здравствуйте, Катя, и мне приятно, что вы пришли ко мне в гости. Лена, ну перед тем, как мы вообще сегодня будем говорить, да, о каких-то лайфхаках, да, по обустройству квартиры, по ремонту, я знаю, что ты делишься, да, такой. Да, я в своем блоге делюсь как раз советами. Ремонт мы начинали полностью нулевой, а всю мебель с мужем мы сделали сами. И обо всем, понемногу сегодня телезрителям об этом расскажем. Угу. Перед тем, вот как мы приступим к этому, да, давай немножко познакомимся с тобой, для тех, кто тебя не знает, возможно, да, с нашими телезрителями. Как давно ты начала вести Инстаграм и когда стала популярной? Инстаграм я начала вести, наверное, с тех пор, как появился сам Инстаграм, с 2011 года. Довольно активно я всегда его вела, и подписчики у меня появились не прямо сразу, да, а понемногу. В каждый год там по 1000, по 2000. И сейчас где-то 22 тысячи подписчиков. Ну, не так много, но и немало. Всех очень люблю, всех уважаю, все мои любимые, очень теплая аудитория. Раньше у меня блог больше был, наверное, о путешествиях, о взаимоотношениях, о культурной жизни города. А сейчас с появлением... Потом ты стала мамой. Да, потом я стала мамой, и блог стал больше семейный, о детях. Как раз в этот период времени, наверное, больше все-таки подписчиков появилось. Да. Ну и со времени, с тех пор, как вот приобрели квартиру, я начала писать о ремонте, и тоже такой круг людей, которые тоже сейчас в данное время интересуются ремонтом, делают его, подписалась на мой блог. Ну вот я знаю, что вы с твоей семьей очень долго шли к тому, чтобы, да, приобрести квартиру, свое гнездышко, да? Ага. Расскажи, как это случилось, когда, это было недавно? Наверное, как и все молодые семьи, после того, как мы узнали новость, что у нас появится дальневосточная ипотека, мы решили продавать нашу квартиру. Квартиру мы продали очень быстро, буквально за один день. И для всех это был шок. Но перед тем, как ее продать, кстати, тоже очень сами своими силами сделали ремонт хороший, поменяли обои, шторы, мебель, там покрасили, много чего делали. Тоже об этом я, кстати, делилась, и многим эти советы понравились. После, наверное, очень долго я вела блог о том, как найти, как оформить ипотеку. Тоже много полезных лайфхаков было. И буквально все, наверное, мои подписчики ощутили, как весь наш переезд, продажу квартиру, переезд в съемную квартиру. Вместе с вами переживали, да? Да, а до этого, получается, я начала о ремонте писать еще со времен ремонта маминой квартиры. Там мы обошлись даже без дизайнеров. Я полностью сама сделала ремонт. С черновой за месяц все завершили. То есть там не привлекали дизайнеров, но тоже квартира очень красивая, такая современная получилась. Сейчас живет нам мама. После обустройства ее квартиры уже приступили в это. Да. Ну вот уже имея какой-то опыт, ты также что-то здесь я уже знала какие-то свои ошибки, которые уже учитывала в ремонте этой квартиры. Но все приходит с опытом, даже в этой квартире есть, конечно, вот какие-то недочеты, которые хочется уже исправить. Поэтому очень полезно, когда вот читаешь именно блоги о ремонте, узнаешь очень много полезной информации. А здесь вот прибегали к помощи дизайнеров? Я знаю, что твой супруг, он почти половину мебели сделал сам, собрал. Да, сам собрал. Вообще работа дизайнера очень важна, потому что когда вот такой большой дом,
Самое главное вот знать, как будет проведена электрика, где будет лампа. Света здесь очень много, но и то, мне кажется, недостаточно. Вот в одном помещении мы видим свет здесь, есть подсветка здесь, но она вот еще не протянута. Ну, еще плюс очень солнечно. Да, и солнечная сторона у нас как раз очень большие панорамные окна. Но вот я думаю, что все-таки не хватило света, хотя дизайнер вот здесь предлагала больше света, люстры добавить, но мы сами отказались и сейчас жалеем. Поэтому все-таки к профессионалам надо прислушиваться. Вот. На этой зоне это у меня зона для готовки еды. Хорошо, что кухня позволяет, но поэтому я очень рада, что не отказалась от этой идеи. Очень удобно, оказывается, здесь готовить. По всей вероятности, Лена очень любит готовить. Например, микрозелень. Сама, кстати, выращиваю. Я мечтала, кстати, когда-нибудь запустить кулинарный блог, но пока еще не начала, потому что по утрам у меня главное успеть детей накормить, они красиво. Ну, может, позже начну. Думаю, может, да, все впереди. Да. Ну, вообще, очень удобно. Здесь это муж полностью сам собрал. Тоже незавершенная пока работа. Здесь у нас будет выдвижная розетка, чтобы было удобно сразу миксер включить, телефон подзарядить, что тоже немаловажно. И можно уже здесь готовить. Также очень удобно. Я очень рада, что выбрала индукционную плиту. Так. Очень удобно. Так как я имею также маленьких детей, могу здесь, допустим, включить сразу тайминг. Допустим, поставила суп. Я знаю, что мне надо его выключить минут через 10, да? Поставлю 10 минут и пойду укладывать ребенка спать. Ну, вообще индукционная, конечно, очень удобная тем, что быстро готовишь, во-вторых, и посуда остается, ну, прям как новенькая. То есть она нигде не подгорает, ничего, очень удобно. Я рада. Ну, вот я думаю, что этот вопрос, возможно, будет интересен, потому что у меня подписчики, в принципе, часто спрашивают, почему вы выбрали индукционную плиту. Я еще люблю минимализм, поэтому, наверное, старалась в ремонте сделать так, чтобы ничего лишнего не было. Здесь по дизайну, допустим, предлагали мне сделать шкаф, ну, сверху, как у всех, да, но я хотела прямо вот так какое-то открытое пространство оставить. И очень рада этому. Как-то вот свободно, что ли. Да, кстати, вот заходишь и даже не Хорошо. ощущаешь, что Мне здесь нравится. чего-то не хватает. Вот так и должно быть как будто. Да. Я думаю, тебе удалось добиться того результата. Все у меня здесь, получается, спрятано. Так. Мы это будем показывать, да? Ну, здесь у меня не до конца все сделано. Я заказала специальное стекло. Оно будет с подсветкой. Здорово. Да, ну, в общем, когда это все завершится, это для фужеров будет шкафчик. Здесь можете не показывать, но внизу у меня будет видный шкаф. Тоже будет с подсветкой, очень красивый. Ага. Здесь у меня спрятана посудомоечная машина. Так. Раньше я не представляла, что такое посудомоечная машина. С тех пор, как она у меня появилась, я просто... Не представляю жизни без нее теперь, Я не представляю жизни без нее. Она очень удобная. Какие лайфхаки есть, да? Советы. Выбирайте такую машинку, чтобы она полностью открывалась. Оказывается, есть такие посудомоечные машины, которые открываются вот наполовину. Да. Как стиральная машина. Она, кстати, 2 в 1. Она еще и сушильная. Изначально, сейчас очень многие же выбирают отдельно стиральную и сушильную машину. Я считаю, что это очень хорошо, если позволяет пространство. То есть у меня в уборной, получается, не было места для сушильной машины, и здесь я не хотела загромождать сверху. Поэтому я взяла 2 в 1 и, в принципе, полностью очень довольна этой машинкой. Интересный такой подход. Ну, вроде и не Bosch, да, но Кэнди, ну, в принципе, мне очень нравится. Она очень хорошо стирает, очень хорошо сушит. То есть, если загруженность не такая большая, я достаю одежду, в принципе, практически могу не гладить и могу сразу одеть и пойти. Хочется обратить внимание на стену. Да, вот про эти рейки очень многие спрашивают. Получается, Дополнительный свет. многие думают, что это 3D-панели, но это не 3D-панели. То есть это, в принципе, самые обычные недорогие молдинги, стоили не там 119 рублей или сколько-то, да?
мы их прикрепили, покрасили, и между ними по проекту у нас вот такие вот цветовые линии. Но выглядит очень эффектно, а выходит по цене не так уж и дорого совсем. Да, действительно. Это вы сами придумали? Нет, это у нас по проекту дизайнера уже. Дизайнерское решение было. Интересно. Ну и вот такое вот зонирование для обеденной зоны. Стол я тоже очень люблю. Ну, это обычный икеевский, но здорово, что он очень хорошо в 3 раза больше становится. Да, такой большой. То есть маленький, средний, еще и еще. Очень длинный. Ну, это так. Вот я говорю, Лена очень любит готовить и, видимо, много готовить. Ничего не. Ладно. Здесь у нас, ну, это просто зеленая стена. На самом деле это, как сказать, немножко сэкономили на этой стене, но в будущем я ее хочу немного поменять. То есть сначала я дождусь своего дивана, который я заказала с сайта. Он прибудет как раз через недельку, по-моему, очень жду, не дождусь. А когда он уже встанет, я посмотрю. Возможно, я вообще цвет поменяю, либо уже какое-то, возможно, скорее всего, панели какие-то красивые сделаю. Ну, с этой стеной, мне кажется, можно сделать что угодно. Пока она стоит в зеленом цвете, Всегда зеленый можно цвет ее мой перекрасить. любимый. Да. Просто я подумала, что здесь у меня все серо-белое, и хотелось чего-то немножко вот такого. Акцентика какого-то, Да, да? акцентика. Поэтому у меня здесь еще зелень. Люблю зелень, пока ее у меня мало, но все мое свое 9 курдок. Монстера, моя любимая. Раз в неделю только поливаю ее где-то, ну так, обильно. Но каждый день ее поливать не нужно. Стена здесь полностью из керамогранита. Выбрали мы темный цвет, потому что в будущем здесь будет телевизор. Телевизор я хочу, чтобы был такой большой, широкий, мощный. А с таким цветом темным, в принципе, как будто будет сливаться. Я думаю, что будет выглядеть очень хорошо. Везде у нас подсветки сверху. Да. Очень хорошее решение, особенно вот вечером, когда хочешь так расслабиться, посидеть в тишине. Утром то же самое, помедитировать можно. И, наверное, тоже очень хороший лайфхак – это обязательно заранее сделать проводку для кондиционера. Так. Хоть у нас его нет, но мы будет. Да, протянули заранее. Ну, чтобы потом не ломать. Представляете, Да, сколько да. нужно будет средств, чтобы это все потом Да, отремонтировать очень умный после ход. этого. Ага. Все продумали. А муж, он как-то по профессии вот... Нет, профессия у него совсем не связана. Он вообще впервые вот после приобретения квартиры начал интересоваться мебелью и так далее. И он как... мальчики все же любят конструкторы. Ему, видимо, нравится. Он говорит, как Лего же собирать, здорово. Поэтому вот все эти шкафы, вот все муж собрал сам. Это зона вообще для отдыха, да, можно сказать. Здесь работаем, играем. Здесь также очень много вещей спрятано, хотя, в принципе, не видно, как будто пространства много. Да? Можно было бы полностью сделать шкафом, но как-то уже сильно бросаться в глаза, наверное, будет. А тут как-то парит в воздухе, поэтому выглядит минималистично, что ли. Ты хотела рассказать про шкаф. Да, шкаф у нас из МДФ. Очень хорошая. Это полностью покраска. Здесь в Якутске такого не делают, мы их заказывали. Интегрированные ручки. Я очень хотела, чтобы, опять же, было минималистично. Не хотела, чтобы торчали там ручки какие-то. Поэтому заказала вот такие интегрированные. Все очень плавно открывается. Здесь я храню, допустим, кастрюльки. Фурнитура блюмовская. Все очень так плавно закрывается, мне это очень нравится. Здесь также сразу у меня микроволновая печь и духовка. И плита, да? Да, очень удобно, что духовка находится на расстоянии рук, то есть не нужно наклоняться. Это очень удобно, ты сразу видишь, так. МДФ вообще очень удобный. Здесь практически пятна не остаются, но если остаются, очень хорошо моются. Допустим, ЛДСП со временем он все равно будет выцветать, а МДФ он как машина, наверное, с этим цветом ничего не ставит.
даже спустя много-много лет. Вот, здесь у меня холодильник, Ага. морозилка. Все спрятано. Все спряталось. Все спряталось. Интересно, да? Ну, конечно, встроенная техника очень дорогая, ну, по сравнению с обычной. Но это того стоит, Того мне кажется. Очень хорошо, эффектно смотрится. И удобно в применении. Лена, я обратила внимание на вот эти вот стикеры, которые висят, да. Хочу спросить, это вот что? Так, сейчас. Это то, что необходимо приобрести, это то, что вы уже приобрели. Ну, интересно. Ну, это... Давайте вот с этого начнем. Допустим... Нужно сделать. Нужно Так. сделать, что у меня? С утра... Видите, я сегодня с утра спешила, потому что ко мне в гости НВК пришло. Поэтому я... Ты не сделала зарядку, Да, признайся. Я и Егор не делали зарядку. Так, Ой, и это все остается здесь. К примеру, если я сегодня планировала снять рилс, когда он будет в процессе, я его здесь поставлю, а когда я это уже сделаю, я переставлю стикер сюда. Ну, день у нас только начался, сейчас у нас утро. такая вот система. Да, вот, допустим, я планировала научить Айдара цифрам и буквам. Мы этим занимаемся, ну, вот в эти дни как раз только начали, ему сейчас 4 годика. И скоро уже, ну, когда позанимаемся, переставим. Уборка. С утра я, кстати, уборку сделала, поэтому пусть здесь будет. Ну, как-то так. А где же стикер «Встретить НВК Саха»? Не успела, надо написать. Так, прямо сейчас. И Встретить НВК. клеим этот стикер в процессе. Съемки. Да, это у нас будет в процессе. Такие вот лайфхаки. Ну, просто мы любим планирование с мужем. Без этого... Интересно тоже, да. Хотя смотрится, конечно, не очень красиво. Мне кажется, нужно придумать что-то такое, самим, видимо, заказать, распечатать, чтобы какой-то план здесь висел, чтобы он был красивый, не такой прям на стикерах Ну, желтых. пока такой рабочий Ну, вариант. пока рабочий Но вариант. я думаю, тоже интересно на Да. заметку, да? Да. Нашим телезрителям. Как планировать свой день. Хочу спросить про полы. Вот что это? пол это Ламинат, ламинат. теплый. Ага. Ламинат под елочку. Мне очень нравится, выглядит так экологично, что ли. Ну, вообще, сам ламинат, он очень экологичен, поэтому я его выбрала. Ага. И, ну, мне очень нравится. Сразу мечтала, чтобы под цвет дерева выбрать. Вообще очень хороший. Кстати, вот тут хотела показать, да? Как важно учитывать розетки. Здесь, допустим, мы зимой ставим елочку, поэтому заранее здесь розетки у нас учтены. Также и для кондиционеров наверху тоже есть розетки. Потом очень хороший такой совет, наверное, будет. Здесь выведение труб обычно идет на полу. Мы их заменили и сделали в стену. Поэтому тоже очень красиво смотрится. Не мешает там, допустим, пылесос роботу. Очень хорошо, красиво. А так был бы некрасивый вырез на ламинате. Вот такой вот. Про вообще планировку Планировка, квартиры, да? да? Такая интересная. Дом у нас необычный. панорамная. Он круглый. Но я, по-моему, всегда мечтала, чтобы у меня была какая-то необычная планировка квартиры. Потому что, ну, вот такие обычные, ну, не по мне. Хочется что-то такое интересное. Конечно, здесь простую мебель практически не купишь, потому что все нужно делать самому. Все нужно делать под заказ. В этом, наверное, минус. Но для нас, в принципе, это не было проблемой, потому что, ну, муж умеет все. Я предлагаю, если ты позволишь, отправиться в вашу спальню. Там тоже Да? какой-то интересный подход у вас, Да, я знаю, пойдем, по я ремонту. хочу там рассказать про свою Magic дверь. Так. В нашей спальне здесь я больше хотела рассказать о зеркале. Зеркало мы тоже сами сделали. Заказали здесь просто панель, вырезали зеркало. Здесь у меня гардеробная, то есть она спрятана. Ну, там гардеробная немножко не убрана. Но сам факт того, что вот зеркало очень удобно. То есть у меня есть и зеркало, но Да. не загромождается этой дверью, которая вот так бы открывалась. Здесь у меня, ну, кроватка для ребенка. Было бы неудобно. Вот. Очень практично. Вышло по цене всего 6 тысяч. Сверху, чтобы было красиво, мы просто купили дверные пороги. Егор вырезал, склеил и наклеил. Все. Бегут они на бегунках.
В принципе, я в своих постах об этом делюсь, рассказываю, где что приобрести. В общем, если хотите узнать, как сделать такую дверь, то подпишитесь на мою страницу. Я там полностью указала, сколько стоит, где приобрести. Что, Как конечно же, сделать, очень, да? да. У нас тут вообще так расположены окна, что даже соседи могут увидеть нашу спальню. Но я тут сама выбрала не блэкаут, Подглядывать. чтобы они были легкие, но зато сразу сделала такие шторки. Ну, то есть, когда летом сильно солнце слепит, то можно так. У меня тут даже есть, сразу можно показать. Так. Ничего себе. Вид у нас на зеленый луг, поэтому комаров летом много тоже, чтобы не мешал. Тоже очень удобно. Зимой просто задвигаю и Сеточка. снимать, да, сеточку эту не нужно. Современного варианта. Прихожая — то место, где ты встречаешь гостей, да? Как вот подходили к обустройству прихожей? Ну вот, опять же, у меня здесь минимализм. Минимализм, что вот просто сначала хотела я просто белые коридоры, но мне показалось, что это будет немножко, ну слишком как-то, да, как будто в больнице или где непонятно находишься, поэтому одну сторону решили сделать серой. Здесь у меня скрытые двери, то есть они прямо, ну вот под стены подкрашены, идут под покраску. Ручки все выбрала черные, ну мне очень нравится. В принципе, здесь у нас, кстати, тоже вот учитывается свет. Можно его здесь выключить, можно и здесь выключить. Здесь у нас еще есть подсветка у стены. Вот. Ну, смотрится, кажется, очень хорошо, эффектно. Ну и в темноте очень удобно, да? Да, в темноте удобно. И дети, Можно, в наверное, принципе, не будут включать бояться вечером включать. светлую сторону, можно просто подсветку включить. Прихожая у меня не завершена. Здесь у нас шкаф. Шкаф тоже, конечно же, сделал Егор сам. Здесь те же самые вот эти молдинги. Мы их приобретали, да, в Обойкине. Продаются недорогие. И тоже под цвет нашего коридора покрасили. Зеркало. Очень люблю свое зеркало на весь рост. Вы не представляете, как сложно было вот это полотно нести пешком с мужем до 9-го этажа. Оно очень длинное. Тяжелое еще. Да, мы его сами клеили, получается. Здесь у нас опять же световые. Они идут как продолжение нашего потолка. Хотелось бы пару слов сказать о ванной. Так, вот она у Здесь нас. у меня ванная и душ отдельно. Ванна небольшая, поскольку мы с мужем не любим, в принципе, принимать ванну. Купаются здесь дети. С этой стороны у нас уже душ. Очень удобно все-таки иметь душ. Принимаем утром и вечером. Очень удобно. Лена, несмотря на то, что квартира еще не закончена, она потрясающе у тебя красивая. Спасибо большое, приятно. Вот я знаю, что ты много еще чего хочешь сделать. Да. Поделишься своими планами? В ближайшее время, получается, я буду завершать кухню. Здесь у меня видный шкаф будет. Все с подсветкой. Жду свое стекло. Заказывали тоже в другом городе. Здесь у меня будут классные деревянные полки с подсветкой, где можно будет ставить на обозрение какие-то очень красивые аксессуары, архитектурные какие-то статуэтки, возможно. Штучки всякие, да? Ага. Вот. Жду не дождусь, когда все завершу. Жду еще раз в гости. Обязательно придем. Да. И очень много что нужно сделать в спальне. Там у меня получается стена по цене выходит тоже очень накладно очень, да? Поэтому я на нее пока коплю. Там у меня должны быть панели Орак Декор, должны быть МДФ рейки, навесные шкафчики, потом там у меня еще зеркало должно быть, тоже там с подсветкой, тоже все навесное. В общем, должно быть, конечно, очень эффектно, когда все завершится. Вот. Поэтому мы ждем приглашения в гости, обязательно приедем. Спасибо. Буду рада. Спасибо тебе огромное, что поделилась интересными какими-то хитростями, лайфхаками с нами, с нашими телезрителями. Спасибо, что вы пришли в гости. Буду рада, если на мою страницу подпишется.
новые подписчики, заходите на Елена Амосова. У меня есть очень много лайфхаков о ремонте. Буду рада. Да, я думаю, будет интересно тебе с новыми подписчиками. Да. Лен, еще раз спасибо. Я желаю, чтобы все вот цели, планы осуществились обязательно в ближайшее время. Здоровья тебе, твоей семье. Ну и, конечно, как можно больше интересных, благодарных подписчиков. Спасибо. Спасибо. До скорой встречи. На этом наша передача подходит к концу. Увидимся в следующих эфирах.